Добрый день, уважаемые родители, представители средств массовой информации и общественности. Позвольте представить вашему вниманию отчет о деятельности Казахской национальной академии хореографии за 2020-2021 учебный год. В отчетном году деятельность высшего учебного заведения была предопределена стратегическими ориентирами государственной образовательной политики, целями и задачами стратегического плана развития Академии на 2018-2025 годы, законами и программными документами Республики Казахстан. Как и весь мир, мы были вынуждены работать и учиться в условиях пандемии. Для творческого вуза, особенно для нашей Академии хореографии, это не самый желанный формат обучения, но мы справились. Как ведущее хореографическое учебное заведение страны, мы по-прежнему были ориентированы на важную многоступенчатую задачу – создание уникальной модели образовательного учреждения, соответствующего мировым стандартам образования. Мы сохранили уверенный и динамичный темп развития многоуровневой системы образования, включающей программы начального, технического и профессионального, высшего и послевузовского образования по направлению хореографическое искусство и культура. В независимом рейтинге вузов Альянса студентов Казахстана 2021 года Казахская национальная академия хореографии является победителем в номинациях «Университет, где нет фактов коррупции», «Самое открытое и прозрачное руководство», «Студенческий дом с лучшими условиями проживания студентов, как у топовых мировых университетов». За прошедший учебный год Академия полностью перешла на автоматизированную систему управления образовательным процессом и внутренним делопроизводством. В отчетном году еще 6 образовательных программ бакалавриата, 3 программы магистратуры и 3 программы докторантуры прошли национальную экспертизу и были включены в реестр конкурентоспособных образовательных программ Министерства образования и науки Республики Казахстан, отвечающих критериям стандартов европейского образовательного пространства. Знаменательным событием стал новый формат сотрудничества с Казанским государственным институтом культуры. Впервые среди казахстанских творческих вузов реализуется проект обучения по двойному диплому. В новом учебном году наши студенты могут обучаться сразу в 2 учебных заведениях. Качественное образование в прошлом году обеспечивали 134 педагога. Из них 3 доктора наук, 2 доктора философии, 12 кандидатов наук, 19 работников, имеющих почетные звания и государственные награды. Результаты успешной работы педагогов отмечены нагрудными знаками, медалями, почетными грамотами, благодарственными письмами Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Министерства образования и науки Республики Казахстан, акимата города Нур-Султан. В этом году профессор кафедры искусствоведения и арт-менеджмента Саитова Гульнара Юсуповна стала обладателем государственного гранта и звания «Лучший преподаватель вуза 2020». Алишева Алила Турсумбаевна получила ученое звание ассоциированного профессора. Также впервые группа ученых во главе с профессором Жумасиитовой Гульнарой Тазабековной получила грант на программно-целевое финансирование на 2021-2023 годы на проект «Хореографическое искусство Казахстана. Персонали, спектакли, коллективы». Важно подчеркнуть, что наш педагогический коллектив неустанно работает над повышением профессиональной квалификации. В 2020-2021 учебном году 64 педагога Академии прошли курсы повышения, обучившись новым методам работы в дистанционном интерактивном формате и получив соответствующие сертификаты. В целях дальнейшей мотивации
и профессионального роста кадрового состава с января 2021 года на 24% был повышен размер должностных окладов всем педагогам Академии. Академия продолжает оказывать социальную помощь своим работникам. За весь отчетный период 17 работникам оказана материальная помощь. Контингент обучающихся на начало 2020-2021 учебного года составил 557 обучающихся. Успеваемость обучающихся является одним из главных критериев в оценке работы педагогического коллектива. Замечательным событием прошедшего учебного года стало то, что студентка факультета хореографии Науразбаева Жанна стала победителем конкурса «Стипендиат-2020» фонда Нурсултана Назарбаева, а магистрантка факультета искусств Нурбасынова Балжан – обладателем стипендии первого президента Республики Казахстан. Учебный процесс в первое полугодие 2020-2021 учебного года проходил в дистанционном формате для всех обучающихся с организацией дежурных классов и соблюдением всех санитарных норм. Со второго полугодия организован учебный процесс в комбинированном формате. Наши преподаватели провели в онлайн-формате более 60 открытых тематических занятий, авторских мастер-классов, встреч и интервью с известными международными деятелями хореографического искусства. Кроме того, видеозаписи 40 лучших онлайн-занятий преподавателей вуза и колледжа размещены на YouTube-канале Академии. Важнейшей составляющей учебного процесса Академии является профессиональная практика. В первом полугодии 2020-2021 учебного года было организовано прохождение профессиональных практик в дистанционном, а во втором полугодии в комбинированном формате. В отчетном году базами практик были определены 48 организаций. Среди них Государственный театр оперы и балета «Астана-опера», театр «Астана-балет» и другие организации. Успеваемость по профессиональной практике вуза за 2020-2021 учебный год составила 100%. В рамках дуального обучения 20 студентов факультета хореографии были направлены в театр «Астана-опера» и 18 студентов в театр «Астана-балет». По завершении учебного года 31 выпускник Академии был трудоустроен в балетные труппы ведущих театров страны: театр Астана-опера, Астана-балет и театр оперы и балета имени Абая. Таким образом, 94,6% трудоустроенности выпускников – это неоспоримое доказательство плодотворности работы педагогов и сотрудников Академии. В этой связи позвольте выразить слова огромной благодарности и признательности нашему коллективу. 2020-2021 учебный год отмечен достижениями научной работы профессорско-преподавательского состава. Так, в октябре 2020 года проведена первая международная научно-практическая конференция «Великие личности Великой Степи», приуроченная к юбилею Аль-Фараби. В конференции приняли участие ученые 9 стран. В ноябре 2020 года Академия принимала участие в видеоконференции «Культура за мир», которая была организована Международным советом по танцу. В отчетном году успешно продолжили свою работу научная лаборатория казахского танца и лаборатория Honor-Lab. Так, в январе 2021 года члены лаборатории казахского танца провели республиканский онлайн-семинар при активном участии ведущих ученых, педагогов, практиков, вынесли на обсуждение свой первый коллективный труд «Справочник казахского танца». В настоящее время справочник казахского танца находится в печати. В этом году продолжилась активная работа студенческого научного общества.
работало Science Cafe, практикум научного исследования, дебатный клуб. В рамках студенческого научного общества проведены тематические мастер-классы, вебинары, конкурс фотографий, лучший постерный доклад. Проведена 5-я неделя науки. Хочется отметить, что в этом году по всем направлениям работы Академии возможности цифровых технологий были использованы максимально, и это позволило выйти на масштабный формат общения, приглашать интересных лекторов, спикеров, организовывать видеомосты с зарубежными университетами США, Узбекистана, Польши. Впервые в этом году магистранты и докторанты проходили научную стажировку в ГИТИС, университете Финляндии, в дистанционном формате. Показателями успешности научной деятельности студентов в отчетном году стали занятые призовые места на республиканских форумах. 5-й год подряд наши студенты подтверждают высокий уровень знаний на республиканской предметной олимпиаде среди высших учебных заведений Казахстана и заняли призовое 1-е место. По итогам республиканского конкурса научно-исследовательских работ студентов по специальности хореографии за 2021 год студенты Академии награждены дипломами 3-й степени Министерства образования и науки. Магистрантка 1-го курса Алтыбасарова Жамал стала лауреатом 1-й степени по итогам исследовательской работы студентов и магистрантов в международной межвузовской студенческой научно-практической конференции в городе Санкт-Петербург. В международном онлайн-конкурсе «Лучший постерный доклад 2021» 3-е место заняла магистрантка 2-го года обучения Кабдулина Еркежан. Радует и публикационная активность магистрантов и докторантов. Педагогами Академии издано 8 методических трудов, адаптированных к образовательной среде нашей Академии. Успешно продолжил издательскую деятельность научный журнал Академии Arts Academy. В этом году в 4 номерах журнала опубликовано 32 статьи, увеличилось число авторов на английском языке. Признание Академии международным образовательным сообществом – одна из задач нашего стратегического плана. В 2020 году Академия вступила в Ассоциацию азиатских университетов, подписала новые международные меморандумы. В этом году нам удалось осуществить программу двухсторонней онлайн международной академической мобильности Государственной академии хореографии Узбекистана, Бакинской академии хореографии, Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Согласно программе входящей академической мобильности, студенты бакалавриата Казахской национальной академии искусств имени Жургенова прошли обучение в нашей академии. Докторантка Шамаева Диляра прошла онлайн-обучение в Университете искусств Хельсинки. В прошлом году Академия продолжила практику привлечения ведущих зарубежных и отечественных специалистов. С 19 апреля по 5 мая 2021 года в рамках проекта Европейского Союза по линии фонда Erasmus+, Национальная академия танца города Рим провела онлайн-курс по технике Грэхэм для обучающихся Казахской национальной академии хореографии с выдачей сертификатов. С начала 2020 года факультетом хореографии систематически проводится онлайн-проект «Международное диалоговое окно», в рамках которого проведено уже 5 мастер-классов. 29 апреля 2021 года состоялся польско-казахский образовательный танцевальный онлайн-проект «Европа и Азия», в котором приняли участие студенты нашей академии и Польши. Концертная деятельность, фестивали и конкурсы. 2020-2021 учебный год оказался творчески плодотворным для нас. В прошедшем учебном году проведено 13 концертов. Наши воспитанники участвовали в 32 спектаклях,
Из них 6 прошли на сцене театра Астана-опера, 26 в театре Астана-балет. Поставлено и принято в репертуар Академии 13 новых постановок. Прошлый год запомнился целым рядом громких творческих побед наших учащихся, которые приняли участие в конкурсах и фестивалях и получили 32 награды, 8 гран-при, 16 первых мест, 3 вторых места, 5 третьих мест и 1 диплом в номинации «Высокое исполнительское мастерство». Всего в 11 международных и республиканских конкурсах по фортепиано приняли участие 24 обучающихся школы-колледжа и завоевали 25 наград, 2 гран-при, 9 первых мест, 8 вторых мест, 6 третьих мест и 4 диплома. Отделением концертмейстерского мастерства и фортепиано проведено 4 фортепианных концерта. А наши молодые преподаватели вносят свой творческий вклад в культуру Казахстана. Садыкова Анвара поставила балетный спектакль «Жель Турангы» на сцене театра Астана-балет. Ажур Мухаммед Таскин написал двухактную оперу «Домалак Ана», вошедшую в официальный репертуар Чимкентского театра оперы и балета. Важное место в процессе профессиональной подготовки будущего специалиста занимает воспитательная деятельность. С 2017 года в Академии успешно реализуется программа «Рухани Жаңғыру», в рамках которой проводятся различные проекты, благотворительные концерты и акции. В этом году реализовано 64 мероприятия с охватом более чем 20 тысяч участников. В условиях карантина следует особо отметить работу психологов Академии. Хотелось бы подчеркнуть, что одним из приоритетов работы Академии является оказание социальной поддержки учащимся. Социальную поддержку получают дети из многодетных, малообеспеченных семей, а также дети-сироты, находящиеся под опекой. В прошлом учебном году Академии были выделены значительные финансовые средства на обеспечение учащихся одеждой, горячим питанием, льготного проезда в общественном транспорте. Отдельно хочется отметить работу приемной комиссии школы-колледжа. Уже 2 года подряд мы проводим эту ответственную кампанию через удаленный просмотр фото и видеоматериалов. С 22 февраля по 15 июля педагогами специальных дисциплин проведены просмотры в более 6 тысяч фотографий и видео. В прошлом году Академия продолжила реализацию дополнительных общеразвивающих программ для всех желающих, но ввиду сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и связанных с ней карантинных ограничений работа была частично проведена в дистанционном формате. В штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм проходили студия эстетического развития, классический танец, плавание. В онлайн-формате балетная гимнастика и современный танец, занятия по фортепиано. С января 2021 года наши воспитанники вернулись в жилой корпус, который оснащен всем необходимым для комфортного и безопасного в условиях пандемии проживания. Правила жизни в жилом корпусе не изменились за прошлый год. В режиме онлайн и офлайн проводилась активная воспитательная работа. Воспитателями жилого корпуса проведено 65 мероприятий. Академия располагает уникальным комплексом зданий, оснащенных современной материально-технической базой, учебные аудитории, лаборатории, компьютерные классы, балетные залы, учебный театр, актовый зал, спортивные и тренажерные залы, плавательный бассейн, пищевой блок, библиотеку для старших и младших читателей, музей и многое другое. Отдельно стоит отметить медицинский блок, оборудованный в целях обеспечения лечебной и коррекционной профилактики обучающихся, и в котором работают высоко квалифицированные медицинские работники. В
В рамках подготовки к новому учебному году во всех учебных и балетных классах в жилом корпусе установлены рециркуляторы. В классах, в столовой, в лифтах и по периметру балетного, жилого и учебного корпусов установлены антисептики. Доступ в здание Академии осуществляется по системе АШИК с измерением температуры тела. Во время пандемии наши медики проявляли свой высокий профессионализм и неустанно находились на посту, помогая не только сотрудникам Академии, но и жителям города Нур-Султан. Позвольте выразить вам огромную благодарность и признание за вашу значимую роль в борьбе с пандемией. Библиотека – это сердце образовательного учреждения. В течение всего прошлого учебного года библиотека наряду с традиционным использовала дистанционный формат работы. В этих целях ведется постоянная работа по обновлению цифрового фонда библиотеки новейшей литературой из международных баз данных. Все обучающиеся и сотрудники Академии получали полноценное абонентское онлайн-обслуживание, имели доступ к периодическим изданиям электронной библиотечной сети Академии, а также к республиканским и международным электронным базам, таким как Библиоросика, Scopus, Science Direct, Springer и другие. В отчетном году мы стали еще более узнаваемы благодаря активной работе социальных сетей, а также публикациям в СМИ. Как видим, непростой прошедший год от каждого из нас потребовал максимального вложения сил, терпения и профессионализма. Как результат, наши улучшенные показатели по всем направлениям деятельности Академии. Еще раз позвольте искренне поблагодарить весь наш коллектив за ценный труд и вклад в развитие Академии. За последние годы, благодаря слаженной работе коллектива, Академия достигла значимых результатов по всем стратегическим направлениям. Но вместе с тем, в условиях новых вызовов времени впереди нас ждут новые задачи. В целях реализации программы «Цифровой Казахстан» осуществить переход в формат современного образовательного заведения с развитой цифровой и инфраструктурой. Синхронизировать все имеющиеся этапы и формы электронных бизнес-процессов в единую систему. С целью развития и повышения качества образовательной деятельности необходимо внедрить программу зарубежного дистанционного образования и расширить сотрудничество с отечественными вузами. Приступить к внедрению 2 дипломных образовательных программ. Организовать работу над созданием видеокурсов по всем направлениям подготовки Академии. Развивать полиязычную экосистему Академии с различными формами мотивации к изучению иностранных языков. С целью развития и повышения качества научно-исследовательской и инновационной работы необходимо активизировать участие ученых в научно-исследовательских проектах Министерства образования и науки в конкурсе «Лучший преподаватель вуза». Разнообразить формы онлайн-научного сотрудничества с зарубежными организациями. Активизировать работу педагогов по написанию научных статей и их публикации в зарубежных журналах, базы данных Scopus уровня Q1, Q2, Q3, Q4. С целью развития международного сотрудничества, пиар и интеграции в мировое образовательное пространство необходимо расширить географию академической мобильности магистрантов, докторантов и профессорско-преподавательского состава, активизировать привлечение иностранных студентов на все уровни подготовки, участвовать в конкурсе Erasmus+, в различных грантовых программах, престижных мировых конкурсах. С целью развития кадрового потенциала и системы повышения квалификации работников Академии необходимо повысить долю профессорско-преподавательского состава с ученой степенью и удостоенных почетных званий и государственных наград.
формировать условия для привлечения к сотрудничеству иностранных специалистов. С целью развития творческого потенциала и талантов необходимо организовать международный хореографический фестиваль Танлие на базе Академии хореографии, продолжить приглашение отечественных и зарубежных мастеров хореографического искусства для постановки классических, народных и современных танцев с целью наращивания концертного репертуара для реализации сценической практики обучающихся. Продолжить практику организации и участия обучающихся академий в международных фестивалях, конкурсах, концертах, как одного из направлений популяризации казахстанского хореографического образования. С целью развития библиотечных услуг необходимо продолжить проведение мероприятий по популяризации культуры чтения, используя опыт ведущих казахстанских и зарубежных библиотек. Продолжить работу по пополнению электронной библиотеки, переводу в цифровой формат приоритетных и пользующихся спросом у пользователей изданий. В целях улучшения услуг дополнительного образования и повышения квалификации предлагается расширить спектр курсов повышения квалификации, ориентированных на вызовы современной системы образования и программ дополнительного образования для детей и взрослых, в том числе в формате онлайн. Уважаемые коллеги, родители, представители средств массовой информации и общественности, 2020-2021 учебный год выдался непростым, но достигнутые показатели прошедшего года – результат работы всего коллектива Академии. Мы выполнили и перевыполнили многие показатели, вошли в международные проекты, стали победителями многих конкурсов и продолжаем повышать качество нашей уникальной многоуровневой системы образования. В новый учебный год мы вступили в новом статусе. Постановлением правительства Республики Казахстан с 1 сентября 2021 года наша Академия функционирует как республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения. Новый старт налагает на нас еще более высокие обязательства, вполне достижимые при том огромном потенциале творческих сил, новаторской энергии и плодотворном опыте, который на сегодняшний день имеет коллектив педагогов, сотрудников и обучающихся академий. Благодарю вас за внимание.